بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله والملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبركة والإنعام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون ما بعد. Дорогие братья, дай Аллах, чтобы сегодняшний день и последующие дни были для нас баракатными, чтобы Всевышний Аллах принял все наши благие деяния. Дорогие братья, я бы сегодня хотел затронуть вопрос долга. Долг – это то, что Всевышний Аллах упомянул в своем священном Коране, и то, что Всевышний Аллах упомянул в своем священном Коране, это говорит, что это очень важная вещь. Дорогие братья, если у кого-нибудь попросить что-нибудь в долг отдавать, кому-нибудь отдавать долг, это является сунна. Это является сунной нашего пророка, и вот это очень желательно. Если у кого-нибудь попросит в долг, и он отдаст долг, он получит большую награду. Большую награду, и это сунна нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Даже есть такие алимы, такие ученые, которые сказали, что если кто-нибудь что-нибудь отдаст в долг, он получит больше награды, чем тот человек, который отдаст в милостыню. Дорогие братья, если попросить у кого-нибудь долг, то отдать желательно, но если просить у кого-нибудь долг, это нежелательно, дорогие братья. Нежелательно. Почему? Потому что вот много наших братьев, они просят у своего родственника, у своих товарищей в долг, им дают в долг. После этого, в это время, которое было установлено, этот долг не возвращается. После этого появляются разногласия. Бывает, доходит до того, что даже и драки, и убийства даже случаются, дорогие братья. И чтобы всего вот этого вот не было, что нужно делать? Каждому мусульманину нужно придерживаться что? Законам религии, дорогие братья. Что говорит Всевышний Аллах, что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. И, как я сказал, просить в долг можно, но нежелательно. Если у него какая-то очень сильная нужда, только после этого можно просить в долг. Ибо, как я сказал, вот после этого, как мы попросим долг, если мы вовремя не возвращаем, вот эти вот скандалы, разногласия появляются между мусульманами. И, как я сказал, это долг Всевышний Аллах упомянул в своем священном Коране. А то, что Всевышний Аллах упомянул долг в Коране, это говорит, что это очень важная вещь. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: бисмиллахи рахмани рахим. Я аюхалладина аману ида тадаянтум бидейнин иля аджали мусамман фактубуху ва лакту байнукум катибин бил адл. То есть Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: о те, которые уверовали в Аллаха и в судный день, если вы кому-нибудь отдали что-нибудь в долг на определенное время, то записывайте, говорит Всевышний Аллах, записывайте. И тот, который записывает, писарь, пускай он записывает справедливо, говорит Всевышний Аллах в своем священном Коране. И сегодня я бы, дорогие братья, хотел поговорить, насколько важно возвращать долг обратно своему хозяину. И если, имея возможность возвратить обратно, если он не будет возвращать, насколько это опасно и насколько это греховно, дорогие братья. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в достоверном хадисе: «Ла тухифу анфасукум ба'да амниха». То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: не наводите на себя страх, если вы пребываете в безопасности. То есть если человек живет в безопасности, то не наводите на себя страх. И тогда сподвижники нашего пророка, алейхиссалату вассалам, они спросили: о посланник Аллаха, а как это будет? И наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: я имел в виду долг, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Это что означает? Человек живет, нету никакой у него опасности, нету тревоги. После этого он занимает денег. И когда он занимает денег, у него начинает тревога. То есть он начинает тревожиться. Смогу ли я отдать этот долг обратно? Особенно вот эта вот тревога, она увеличивается, когда наступает время, когда нужно вернуть. И поэтому, дорогие братья, вот этот вот долг, который он взял, это есть амана. Это есть амана, которую нужно вернуть своему хозяину. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ямурукум ан туаддул аманати иля ахлиха. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: воистину Всевышний Аллах велит вам возвращать веренные на
верено вам на хранение имущества его владельцам, говорит Всевышний Аллах. И поэтому это амана. И если кто-нибудь после того, как он взял в долг, и когда вот наступило время обратно возвратить, если, имея возможность, он не будет возвращать, что он делает? Он грешит, он совершает очень большой грех. И с каждым днем этот грех будет увеличиваться и увеличиваться. И, дорогие братья, не то, что грех он совершает, он притесняет этого человека, он делает зулом этому человеку, своему брату мусульманину. И за это будет зулом. Почему? Потому что наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в своем достоверном хадисе, наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, матлул ганийя дульма. То есть, если богатый человек, который занял долг, и у него есть возможность обратно вернуть, если он оттягивает, то это зулм, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Это зулм, это притеснение своего брата мусульманина, и за зулм будет очень большое наказание, и это очень большой грех. Дорогие братья, посмотрите, что говорит наш пророк в достоверном хадисе. Раваху Муслим, это хадис, который передал имам Муслим. В этом хадисе анна Расулаллах саллаллаху алейхи вассалям кама фи асхаби фадакара лахум анна джихада фи сабилиллах вал имана билля авдул амал. То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, стал среди своих подвижников и сказал своим подвижникам: джихад на пути Аллаха, то есть сражение на пути Аллаха, и вера Всевышнего Аллаха, это самое лучшее деяние, которое может сделать человек, сказал наш пророк. И после этого один человек из подвижников нашего пророка, алейхиссалату вассалам, встал и сказал: «Я Расулаллах, араэйт, ин кутилту фи сабилиллах, тукаффуру ани хатаяя». То есть этот сподвижник встал и спросил нашего пророка, алейхиссалату вассалам: «О посланник Аллаха», сказал он, «если я буду убить на поле битвы, сражаясь с неверными ради Всевышнего Аллаха, и меня убьют на поле битвы, спишутся ли все мои грехи?» Спросил этот сподвижник. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, переспросил его. И этот сподвижник обратно сказал: «О посланник Аллаха, если я буду сражаться на поле битвы и буду убить на поле битвы, сражаясь ради религии, делая джихад, спишутся все ли мои грехи?» Вот так он спросил. И что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Нам, ванта сабирун, мухтасибун, мукбилун, гойр мудбирин, иляддейн». То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Да, если ты будешь убить на поле, на пути Аллаха, проявляя терпение и надеясь на награду от Всевышнего Аллаха, нападая и не отступая, спишутся все твои грехи, кроме долга», сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Спишутся все грехи, кроме долга, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, джихад на пути Аллаха, сражение на пути Аллаха, это самое великое, что может сделать человек. Это самое великое деяние, что может сделать мусульманин, из-за которого списываются все грехи. Но долг не списывается, дорогие братья. Долг когда списывается? Долг списывается, когда его возвращаете своему хозяину. В следующем хадисе, который подтверждает важность возвращения долга и насколько опасно не возвращать долг, в хадисе, который передал имам Бухари и Муслим, достоверный хадис, дорогие братья, ан Айшита радийаллаху анха, анна набия саллаллаху алейхи вассалям кана яд'у фи салат. То есть Айша, жена нашего пророка, алейхиссалату вассалам, да будет доволен ее Аллах, мать правоверных. То есть наша мать Айша говорит, что наш пророк, алейхиссалату вассалам, когда он молился, он делал дуа. Какой дуа делал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Аллахума инни ауду бика минал ма'сами вал маграми». Факала лаху кайлун ма акфир ма тастаизу минал маграм. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, когда молился, делал дуа, он говорил: «О Всевышний Аллах, я прибегаю к тебе к защите от грехов и от денежных обязательств». И тогда один из подвижников спросил нашего пророка, он спросил: «О посланник Аллаха, как ты сильно остерегаешься от денежных обязательств?» И что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна раджули ида гарима хаддаса факазаб ва'да фахлав». И тогда наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Воистину, если человек повязан долгами, то когда говорит, обманывает, а когда обещает, нарушает обещанное». Дорогие братья, это то, что
что мы сегодня видим. Когда человек занимает долг, что он говорит? Он говорит, я тебе через месяц верну, например. И после этого проходит этот месяц, он не возвращает. Он говорит, отсрочно на неделю. Он знает, что он через неделю не вернет. Но он говорит это. После этого он обманывает. И после этого он нарушает обещанное. А то, что вот этот обман и нарушение обещанного, это что? Это признак лицемерия, дорогие братья. Это признак мунафиков. Что сказал наш пророк, алейхи салату вассалам, в достоверном хадисе? Аламатул мунафика саласатун. Ида хаддаса кадаба, вайда вада ахлафа, вайда туминахан. То есть наш пророк, алейхи салату вассалам, говорит в достоверном своем хадисе. То есть у мунафиков 3 признака, сказал наш пророк, алейхи салату. Какие эти 3 признака? Когда он говорит, обманывает, когда обещает, нарушает обещанное, и когда ему что-то доверяет, поступает вероломно тому, что ему доверили. Вот эти вот признаки мунафиков. И да убережет Аллах нас, дорогие братья, чтобы среди нас не были вот эти вот признаки. Ибо Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране, «Иннал мунафикина фи даркил асфали минан нар». То есть Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране, мунафик, то есть лицемер, он будет на самом низком дне. То есть он в аду будет на самом дне, на самом худшем месте, сказал Всевышний Аллах в своем священном Коране. Дорогие братья, послушайте вот этот хадис. Хадис достоверный. Это хадис первый, Мухаммад ибн Джахш. Мухаммад ибн Джахш, подвижник нашего пророка, алейхи салату вассалам, говорит, «Кунна джулусан инда Расулиллах саллаллаху алейхи вассалам, фарафа расу иля сама, сумма вада рахату аля джипати, сумма кал». То есть Мухаммад ибн Джахш говорит, мы сидели с посланником Аллаха, и наш пророк, алейхи салату вассалам, поднял свою голову на небеса, после этого опустил. После этого вот так вот свою ладонь приложил к своему голову и сказал, Субхан Аллах, причист Аллах. После этого наш пророк, алейхи салату вассалам, сказал, «Маза нутила мина таштит». Ой, какой суровый закон был ниспослан. И Мухаммад ибн Джахш, который рассказывал вот этот хадис, он говорит, что мы испугались. И мы испугались так сильно, что мы не спросили пророка, что это за закон был ниспосланный. И после этого на следующий день Мухаммад ибн Джахш говорит, я спросил у посланника Аллаха, я Расулуллах, о посланник Аллаха, махаза таштиду лади нузил. То есть что это за суровый закон был ниспослан вчера? И что сказал наш пророк, дорогие братья? Наш пророк, алейхи салату вассалам, сказал, «Валлади навси биядихи, лау анна раджуна кутила фи сабилилlah сумма ухия, сумма ухия, сумма кутила ва алейхи дейнун, ма дахала джанната хатта юкуда анху дейнуху». Наш пророк, алейхи салату вассалам, сказал, я клянусь вам, чем дали моя душа. То есть я клянусь вам Аллахом, сказал наш пророк, алейхи салату вассалам, если человека убьют на поле битвы, сражаясь на пути Аллаха, и после этого воскресят, после этого убьют еще раз и воскресят, и после этого убьют еще раз, и после этого наш пророк, алейхи салату вассалам, если 3 раза его убьют на поле битвы, сражаясь на пути Всевышнего Аллаха и воскресят, если за ним был долг, то этот человек не попадет в рай, сказал наш пророк, алейхи салату вассалам. Этот человек не попадет в рай, сказал наш пророк, алейхи салату вассалам, в достоверном хадисе. Настолько это серьезно, дорогие братья, и настолько серьезно мы должны подходить к этим вещам. Дорогие братья, наш пророк, алейхи салату вассалам, был очень милостив. Он был неспослан нам милостью. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране нашему пророку, алейхи салату вассалам, «Вама арсалнака ля рахматан аламин». Мы не спасали тебе только милостью мирам. И такой наш пророк, алейхи салату вассалам, который был неспослан нам милостью, что он делал? Когда были похороны среди мусульман, он приходил и читал джаназа намаз. Читал джаназа намаз, но когда он спрашивал, был ли за этим человеком долг, и когда ему говорили, что был долг, он разворачивался и уходил. Пророк, который был нам ниспослан милостью, он не молился за человеком, за которым был долг. И точно так же наш пророк, алейхи салату вассалам, когда приходил на похороны, чтобы прочитать джаназа намаз, что он спрашивал? Дорогие братья, он не спрашивал, этот человек делал ли 5 намазов в день. Он не спрашивал, этот человек постился он вместе Рамадан. Он не спрашивал, выплачивал ли он закат. Он не спрашивал, какие адабы были у него со своими соседями мусульманами. А что он спрашивал? Он спрашивал о алейхи дейн. Есть ли у него долг? Есть ли у него долг, спрашивал наш пророк, алейхи салату вассалам.
И точно так же, когда один из ансаров, мусульманин, умер, наш пророк, алейхиссалату, пришел на эти похороны, чтобы прочитать джаназа намаз. И что он спросил? Он спросил о алейхи дейн, то есть есть за ним долг. И родственники этого умершего сказали: о посланник Аллаха, есть за ним долг. Динаран, 2 динара, дорогие братья. Ему, нашему пророку, сказали: есть долг 2 динара. И что сказал наш пророк алейх? Он отвернулся, чтобы уйти, и сказал: саллу Аллах суахибакум. То есть за своим умершим сами молитесь, сказал наш пророк, и отвернулся. Но Абу Катада, да будет доволен им Аллах, Абу Катада что сказал? О посланник Аллаха, я на себя беру этот долг, я выплачу этот долг, помолись, пожалуйста. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, сделал джаназа намаз за этим умершим. Это было утром, дорогие братья. Вечером наш пророк, алейхиссалату вассалам, обратно встретился Абу Катада, и первое, что сделал наш пророк, алейхиссалату вассалам, он спросил Абу Катада: отдали ли ты долг? Вернули ты долг? Спросил наш пророк, алейхиссалату вассалам. Абу Катада сказал: о посланник Аллаха, это столько было утром, сейчас вечер, я не успел. И после этого на следующий день Абу Катада говорит: я верну этот долг. После этого он направился к посланнику Аллаха и сказал: о посланник Аллаха, я вернул долг. И, дорогие братья, что сказал наш пророк после этого? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: аль-ана барадат алейхи джилдуху. Вот сейчас, сказал наш пророк, алейхиссалату, остыло его тело. Вот сейчас остыла его кожа, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. И что за вывод с этого хадиса, дорогие братья? До этого, до того, как этот долг был на нем, он горел в аду. Он был в наказании. И после того, как этот долг был выплачен, после этого его тело остыло. Дорогие братья, это 2 динара, дорогие братья. А сколько наших братьев входят, которые повязаны по долгам по миллиону, и как будто ни в чем не бывало. Дорогие братья, очень серьезно нужно подойти к этим вещам. В следующем хадисе что говорит наш пророк, алейхиссалату вассалам? Ман мата ва хуа бари'ун мин саласин аль-кибри валь-гулули вад-дейни дахала джанна. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: если человек умрет, и он будет чист от 3 вещей, то есть от высокомерия, от обмана и от долгов, то этот человек пойдет в рай. И что за вывод мы делаем с этого хадиса, дорогие братья? Если у кого-нибудь присутствовали вот эти вот, одна из этих вещей, то этот человек не попадет в рай. То есть, если он был высокомерен, если он обманывал, и если за ним был долг, то этот человек, дорогие братья, не попадет в рай. Не попадет в рай, дорогие братья. В следующем хадисе что говорит наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наусул му'мини муаллакатун бидейни хатта юқду анху. То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: душа верующая прикреплена к его долгу, пока этот долг не выплатен. Если этот долг выполнит, этого человека отправят в рай. Если не выплатит, дорогие братья, то этот человек не попадет в рай, дорогие братья. Дорогие братья, что сказали сподвижники на эту тему? Умар ибн аль-Хаттаб. Мы все знаем сподвижника Умар ибн аль-Хаттаба. Это второй сподвижник после Абу Бакра Сиддика, про которых наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: алейкум би суннати ва суннати хулафа ар-рашидин. Для вас моя сунна и сунна моих праведных халифов. Абу Бакр Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб был вторым из них после Абу Бакра Сиддика. Что сказал Умар ибн аль-Хаттаб? Иякум ва дейн, фа инна аввалу хаммун ва ахиру харбун. Умар ибн аль-Хаттаб сказал: остерегайтесь долга, ибо начало этого долга тревога, а конец будет война. Это то, что мы видим, дорогие братья. Когда мы занимаем долг, у нас бывает тревога. Мы сможем ли мы вернуть его в условное время? А после этого, как мы не возвращаем, доходит до того, что люди убивают друг друга из-за долгов. Дорогие братья, что сказал Ибн Умар? Абдуллах ибн Умар на эту тему. Абдуллах ибн Умар, Умар ибн аль-Хаттаб, это великие сподвижники нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Абдуллах ибн Умар говорит человеку, которого звали Хамран. Он сказал: я Хамран, иттак Иллах, ва ла тамут ва алейка дейнун, фаюхаду мин хасанатика ла дейна самма ва ла динар, ва ла дирхам. То есть он сказал: я Хамран, побойся Всевышнего Аллаха, и перед тем, как ты умрешь, выплати все свои долги, чтобы не было у тебя ни одного долга. Ибо в судный день, сказал Абдуллах ибн Умар, не будет дирхамов, не будет динаров. Дорогие братья, не будет рублей, не будет долларов, ничего не будет. В расплате будет хороших деяний. И Абдуллах ибн что сказал? То есть твои хорошие деяния в судный день возьмут и передадут тому человеку, кому ты был должен. А если у тебя хороших деяний не было, возьмут его плохие деяния и передадут тебе, сказал Абдуллах ибн Умар. Дорогие братья, в судный день мы очень сильно будем нуждаться в этих хороших деяниях. И чтобы в судный день не оказаться в таком положении, нужно сегодня думать, дорогие братья. Дай Аллах, дорогие братья, чтобы у нас не было нужды, чтобы мы просили
И если по нужде, по какой-нибудь обстоятельству мы попросили в долг, чтобы мы могли вовремя вернуть этот долг, и чтобы между нами и между мусульманами не было разногласий из-за долгов. Аджарани Аллаху Та'ala ва яку мин азабил алим.